Доброе утро, дорогие телезрители! Новый год начался с лютых холодов. В Якутии стоят крещенские морозы. А в далеком 1977 году в Оймяконе стояли 50-градусные морозы. Откуда же мы об этом знаем? А об этом свидетельствуют редкие кадры иркутской студии кинохроники, который снял для нас известный телеоператор Никандр Саввинов. 70-е годы были очень продуктивными по созданию документальных и художественных фильмов о Якутии. Пожалуй, это было время наибольшего расцвета кинематографии о нашей республике. И такие специальные выпуски, рассказывающие о жизни на севере, смотрели по всему Советскому Союзу. Чем же для нас уникален этот фильм? Ну, во-первых, мы можем посмотреть «Морозное утро» 1977 года в Оймяконе. А во-вторых, мы можем познакомиться с долгожителем, с Тимофеем Гавриловичем Винокуровым, который на тот момент, в 1977 году, исполнилось 103 года. А это его правнук Сеня, который возвращается из школы-интерната и едет в соседнее село к прадеду на день рождения на оленьих упряжках. Надо сказать, что в Советском Союзе Якутия занимала 4-е место по относительному числу долгожителей. На первых 3 находились Нагорный Карабах, Дагестан, Абхазия и в этом ряду наш суровый Северный край. В 1981 году в ежегоднике «Земля и люди» был опубликован очерк писателя Николая Янькова «Оймякон. Полюс долголетия». Писатель Яньков специально приезжал в Оймякон, чтобы встретиться с теми, чей возраст перевалил за 100 лет. Он познакомился с долгожителями с Анной Березкиной, с Арьяном и Афросинем Винокуровыми, с Тимофеем Сивцевым и Эвеном Андреем Даниловым. Писатель Яньков был поражен их физической формой. Долгожители занимались активно хозяйством, они сохранили бодрость не только духа, а главное, поразили его ясностью ума. Все это он описал в своем очерке, который вы сможете прочитать в его библиотеке. Кстати, он здесь же пришел к выводу о том, что все-таки секрет долгожителя в Оймяконе в особенностях здешнего климата. Это абсолютно кристально чистый воздух, чистая вода и отсутствие сидячего образа жизни. Местные жители употребляют в пищу большое количество ягод и жирной рыбы, богата омега-3, конское мясо и молочные продукты. Возможно, эти явства и продукты были и на столе во время торжества долгожителя Тимофея Гавриловича Винокурова. Кстати, вы сейчас видите эти редкие кадры, о которых я выше рассказывала. Здесь он сидит в кругу своей большой дружной семьи. У него 8 детей, 30 внуков и 34 правнука. Династия Винокуровых известна не только в Оймяконе, но и по всей Якутии. Они на протяжении десятилетий занимаются очень сложной отраслью, разведением якутской породы лошадей, занимаются коневодством. А его потомок Дугуйдан Винокуров стал известен самой длинной в истории России конной экспедицией «Полюс холода. Москва», благодаря которой об уникальных физиологических возможностях якутской породы лошадей узнала вся страна. От этих черно-белых кадров в Оймяконе исходит какое-то тепло. Тепло домашнего уюта, семейного очага. Вы представьте, зимой 1977 года в семье Винокуровых накрыли стол, затопили печь, от которой стало тепло не только в избе, но и в душе. Национальный центр аудиовизуального наследия бережно хранит такие кадры, согревающие теплоту личных, семейных воспоминаний. Изучайте историю вместе с нами, это интересно.